Вы смотрите новости на Кармаскалы ТВ, в студии Альбина Насырова. Здравствуйте. О самом главном за эти 7 дней. Гуманитарная помощь для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР. Лыжные гонки на Кубок главы администрации. Итоги главного розыгрыша акции «Подпишись и выиграй». Проверка готовности к паводку. Люди в беде, нельзя оставаться в стороне. Неравнодушные жители района откликнулись на призыв помочь жителям из Луганской и Донецкой народных республик. Более 300 килограммов гуманитарной помощи тем, кому сейчас жизненно необходима поддержка. Местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» был организован сбор гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик. С первых же дней акции люди приносили вещи и продуктовые наборы. Из 16 сельских поселений района прибыли предметы первой необходимости – продукты питания, средства личной гигиены и одежда. Был организован сбор гуманитарной помощи жителям Донбасса. Все районы подключились к этой акции и, естественно, подключился и наш район. Центром сбора гуманитарной помощи стало наше местное отделение партии «Единая Россия». С первых дней, как мы объявили сбор, люди начали приносить вещи, продукты. Я благодарна простым нашим жителям, которые так быстро откликнулись. В качестве гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик кармаскалинцы собрали в первую очередь продукты питания длительного хранения: подсолнечное масло, тушенка, консервы, макаронные изделия и крупы. Из Кармаскалов гуманитарную помощь отправили в региональный распределительный пункт и уже оттуда повезут в Донецк и Луганск. Все, кто имеет возможность и желание помочь, могут позвонить по номеру 8 376 52 30 27 или принести гуманитарную помощь в местное отделение партии «Единая Россия» по адресу село Кармаскалы, улица Кирова, 54В. Соревнования по лыжным гонкам на Кубок главы администрации района среди сотрудников организаций и учреждений района прошли на лыжной трассе села Кармаскалы. Более 130 любителей одного из самых полезных для здоровья вида спорта вышли на лыжню в этот день, чтобы проверить свои силы и побороться за призовые места. Стоит отметить, что первый этап на Кубок главы администрации уже проводился в каждом сельском поселении. В этот раз финал объединил сильнейших представителей сельских поселений и просто любителей активного образа жизни. Яркий, солнечный, хотя и морозный день подарила природа спортсменам в день проведения лыжной гонки. Удивительно, но даже ветра не было. Абсолютный штиль. Погода была явно благосклонна к участникам. На трассе же в этот день царила оживленная атмосфера. Первые участники готовились к заезду. Кто-то проводил легкую разминку, чтобы дать мышцам разогреться, а кто-то проверял готовность лыж перед началом соревнований. И вот на старте горящие азартом участники, готовые ринуться в гонку в любой момент, преодолевая подъемы и спуски. Зелиль Ахмедзянов в ряду таких участников. Его активной жизненной позиции способствует многолетней работе учителем по физической культуре. Зелиль Хакимович участвует в подобных соревнованиях регулярно и считает, что, проявляя подобную спортивную активность, он становится наглядным примером подражания для своих учеников. Ведь здоровье, спорт и хорошее настроение – это его ежедневные спутники. Помимо уроков присутствует. Я каждый день утром встаю, я зарядку делаю 20-30 минут каждый день. И в неделю 2 раза обязательно, 2 дня я на лыжах. Для Читы Матросовых этот забег из года в год уже становится доброй спортивной традицией. С детства Анатолий Федорович прививал любовь к спорту своей дочери и 2 сыновьям. Сейчас они стараются не упускать любую возможность провести время на свежем воздухе в компании единомышленников. Вот мы приехали всей семьей, погода хорошая, с удовольствием побегали. Я работаю тренером, воспитываю маленьких детей. Вот своего сына воспитал со школы, мне 2-й сын бегает. Моя дочка бегает, Олеся. Завершили соревнования, я прошел 1-й, братишка 2-й. Старт прошел хорошо, прекрасная погода. Вот, сами видите, какой замечательный праздник. Каждый год приезжаем.
Те, кто из их семьи пока не смог присоединиться к родственникам на старте, пришли в качестве активных болельщиков. Всем семейством с раннего возраста вырываемся на такие мероприятия. Вот, наш папа как раз бежит самый первый. Вот у меня дети тоже с раннего возраста, приучаем их бегать на лыжах. Сын тоже скоро будет бегать на таких соревнованиях. Я пока нахожусь в декретном отпуске, пока она маленькая, не могу, но я тоже бегаю. Все участники в этот день показали свою активность, бодрость и оптимизм. В общекомандном зачете победителем стала команда с Шеймуратовского сельского совета. На втором месте – Прибельский сельский совет. Третье место у команды сельского поселения Кармаскалинский сельский совет. Победители и призеры соревнований были награждены кубками, грамотами и денежными сертификатами. Но спорт дает больше, говорят участники соревнования. Для них важнее всех наград – крепкое здоровье. Подписалась на районную газету и выиграла ноутбук. Победителем розыгрыша призов среди подписчиков, организованного издательским домом Республика Башкортостан, стала Алина Багаудинова. Жительница села Кармаскалы Алина Багаудинова стала победительницей республиканского конкурса «Подпишись и выиграй». Вручить подарок победительнице приехал руководитель отдела распространения периодической печати Павел Быков. Мы разыгрываем всегда ценные призы. И на самом деле приятно приезжать и дарить их простым людям, которые в прямом эфире узнают свои фамилии, когда мы во время программы «Салям» все это разыгрываем. То есть конкурс абсолютно честный, прозрачный, и люди ждут этого с нетерпением. Алина Багаудинова работает ведущим архивистом архивного отдела администрации района. Как признается Алина, для нее было приятной неожиданностью получить подарок, особенно в свой профессиональный праздник. Ведь 10 марта в России отмечают День архивов. Для участия в акции она оформила подписку на районную газету «Кармаскалинская новь» и отправила заявку на участие с копиями подписных квитанций за первое полугодие 2022 года. Для меня это было неожиданно и очень-очень приятно. Я даже не ожидала этого. Я участвовала в розыгрышах, но не ожидала, что вот именно в таком вот розыгрыше главный приз достанется именно мне. У меня просто всю жизнь мама проработала в типографии, и вот ощущать вот этот запах, держать газету в руках, бумагу вот это, для меня это очень-очень приятно. Напомним, ГУП «Издательский дом Республика Башкортостан» традиционно в период подписной кампании проводит конкурсы для подписчиков. Любой желающий может послать копию квитанции о подписке и выиграть крупные призы. Розыгрыши максимально честные. Они проводятся в прямом эфире программы «Салям» на канале БСТ. Все службы готовы, техники достаточно. Организации района прошли смотр сил и средств, необходимых для предупреждения и ликвидации последствий паводка. Своевременная и качественная подготовка гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций и организаций к безаварийному пропуску паводковых вод на территории района призвана обеспечить безопасность жителей и бесперебойную работу всех организаций во время весеннего половодья. Согласно утвержденному плану мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории района главами сельских поселений и руководителями организаций созданы аварийные бригады с необходимой техникой. Проводится превентивные мероприятия по пропуску ледохода и паводка, обеспечивающие защиту подведомственных объектов от повреждений. Паводок у нас в Башкирии, в Кармаскалинском районе, он уступает, в апреле месяце. Но мы заранее все планы строим, все восстанавливаем в памяти все связи, все, наши пути действия. Поэтому паводок, в этом году паводок мы все видим, что снега больше гораздо, чем в прошлом году. Насыщенность влаги в снеге на 30% тоже больше. И земля промерзшая. Районное потребительское общество пожарной энергетики и ветстанция. У каждого из них своя задача в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Традиционно в марте месяце мы проводим такие смотры. Это наша служба спасения, 10 служб спасения, которые по своим направлениям работают. Восстанавливаем все связи, все службы, как мы видели, сейчас готовы, обеспечены материальными средствами. В случае, если подтопление все же не удастся предотвратить и избежать, люди и животные из зоны риска будут эвакуированы. Для этого предусмотрены специальные пункты временного размещения. У нас работает центр оповещения. Люди приходят смс-ка и напишут: уважаемые жители такого-то, вода поднимается до критического уровня. Просим вас собрать,
личные вещи, оперативные, значит, какие-то вещи и покинуть свое жилище, значит. И там уже, значит, будут пути, где будут автобусы их ждать, где, значит, их куда вывезут. Также до этого мы стараемся, если в зону попадает скотина, тоже вывести ее. Поэтому все это у нас службы знают, все свои действия знают. Прошедшая зима порадовала нас обильными осадками и по-настоящему зимними морозами. Во что выльются эти осадки с потеплением? Весна покажет. Это были самые актуальные новости. Кырмыскалы ТВ предоставляет информацию о наиболее значимых событиях в нашем районе. Подписывайтесь на официальное сообщество телеканала в социальных сетях, чтобы всегда быть в курсе происходящего.